Привет, друзья! Салем Дастар! Меня зовут Туяра, и сегодня я вам расскажу о том, как необычно, активно, весело провести прогулку с детьми в городе Алматы. Мы третий год живем в городе Алматы, и я всегда стараюсь, где бы мы ни жили, выбирать для детей отдых более активный, познавательный, интересный. Я совершенно не люблю гулять с детьми по торговым центрам или развлекательным центрам, где очень много-много скоплений детей. Это бывает очень-очень редко и в крайних случаях. И сегодня я хочу вместе с вами и с моими ботрами прогуляться по Теренкуру. Почему именно это место является одним из самых наших любимых мест в Алматы? Ну, во-первых, в Теренкуре возможно гулять как бы в центре города, это вообще в центре Алматы, и здесь много активностей, можно гулять, повисеть и полазить по таким спортивным площадкам. Ты вроде бы находишься в городе, но рядом с природой. Это парк, но вроде бы не парк. И когда прогуливаясь, ты еще видишь вот такую красоту, она завораживает. Детям тоже это интересно. И горная вода, которая течет вот по Теренкуру, она придает какую-то особенную сказочную атмосферу. Во-вторых, именно такие прогулки проходят легко, потому что современные дети особо не любят ходить пешком. Это становятся вот такие прогулки для нас как тренировка и подготовка пойти на хайкинг, например, в горы. Мы ходим и туда, и туда-сюда, но обычно такая лайтовая прогулка у нас начинается именно с Теренкура. Здесь мы можем вообще по полдня ходить спокойно, дети играют. И также в Теренкуре вот постепенный такой подъем идет, если мы идем снизу наверх. И картинка все время меняется. То есть где-то там река, вода течет, спортивные площадки, есть и вот такие игровые, куда можно тоже полазить. Есть классные кафешки, и прям дети видят, например, то, что можно. И вот еще, кстати, здесь очень много собачников ходят, которые, кстати, все за собой убирают. Всегда очень много людей. Воздух тут такой чистый, и всегда в любой сезон, зимой, летом, всегда тут очень-очень красиво и приятно прогуливаться. Именно в этот день я решила показать детям немножко другой маршрут. Я уверена, что многие алматинцы знают об этом месте, но если вы вдруг собираетесь в Алматы, то можно вот прогуляться по этому маршруту и подняться на прекрасную видовую площадку, откуда будет просто роскошный вид. Многим родителям кажется, что такие прогулки как будто бы несерьезно, как будто в пустоту, но на самом-то деле это же такие приключения. Какой-то этап, каждый раз что-то меняется, и почему-то родителям кажется, что отдыхать, вот именно пойти в торговый центр или развлекательный, и чтобы детей развлекали. Нет, можно вот такие маршруты самим придумывать в любом месте, в любом городе, я считаю. Ну вот у нас например, например, я уже несколько раз сказала, это именно Алматы. Мы решили подняться на смотровую площадку, и мы попали в какой-то волшебный мир. И мы как раз уже не который раз пересматриваем Толкина, Хоббита, и дети, когда шли по этой тропе, они говорили, останавливались и говорили, вот, здесь Бильбо Бэггинс проходил, это похоже, как будто мы
там с Фродо и Сэмюэлем поднимаемся куда-то. Но вот они сами идут и придумывают сказку какую-то, историю. У них прям фантазия играет, 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 и мы прям общаемся с детьми, обсуждаем что-то. Да, они, конечно, там в любом случае, как любой ребенок, могут там что-то лень, давайте отдохнем, могут ныть, там капризничать. Но когда мы поднялись на самую верхушку, видели чудесный вид на горы, и уже распланировали следующую нашу вылазку куда-то. Мы поднялись вот наверх и взяли с собой немножко перекусить и устроили пикник. Обычно детей я еще заманиваю под предлогом устроить пикник в каком-нибудь необычном, интересном месте, и это всегда срабатывает. Я думала, мы немножко посидим и спустимся уже, но с детьми поели немножко, и потом они сидели и любовались. Здесь очень красиво, красиво еще и по вечерам. Всем махтал за просмотр, поставьте, пожалуйста, лайк и подписывайтесь, делитесь вашими любимыми местами в Алматы.